Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, в тяжелом состоянии 9 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачамчирской ЦРБ 8, в Гагрской ЦРБ 11, в Ткварчалской ЦРБ 3. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 905 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кови с сопредседателем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе и в Африке. Также особое внимание было уделено актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия Абхазии и России. Как отметил Михаил Богданов, Россия готова и впредь оказывать содействие Абхазии в укреплении ее международных позиций. Даур Кови поблагодарил Михаила Богданова за всестороннюю поддержку, оказываемую Министерством иностранных дел Российской Федерации. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих за март месяц. На совещании под руководством министра обороны Владимира Ануа присутствовали заместители министра, начальники управления и командиры воинских частей. В своих докладах они отметили, что все запланированные мероприятия были выполнены вовремя. За прошедший месяц частично были проведены слаживания рот в вооруженных силах Республики Абхазия. В первую очередь слаживания полностью были завершены в первом и во втором мотострелковом батальоне. Были проведены ротные тактические учения без боевой стрельбы, а также ротные тактические учения с боевой стрельбы. Ротные тактические учения без боевой стрельбы были проведены в комендантской роте. Слаживание роты будем проводить в рамках командно-штабных мобилизационных учениях, проводимых с первой стрелковой бригадой. В этом месяце были проведены 5 сборовых мероприятий. В завершении совещания начальник генерального штаба Василий Лунев поставил перед военнослужащими новые задачи за апрель месяц. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Абхазии, продлил срок содержания Ахравизова под стражей еще на месяц до 5 мая 2021 года. Суд под председательством судьи Инара Кварча счел, что, оставаясь на свободе, Ахравизов может скрыться от суда или иным образом помешать ходу следствия. Сухумский городской суд также продлил на месяц срок содержания под стражей Станислава Культы, Андрея Локтенова и Аслана Гуатижева и отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока ареста в отношении одного из фигурантов уголовного дела Талеха Гасанова. По версии органа предварительного расследования, вышеуказанные лица по предварительному сговору с Ахрой Авицбой и Талехом Гасановым незаконно приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы в большом количестве, которые в нарушении закона об оружии хранили по месту фактического проживания Авицбы и других фигурантов дела. Постановления Сухумского городского суда могут быть обжалованы в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 3 суток с момента провозглашения. Акция памяти в городе-герой Ткварчале. На стене дома, в котором жили ветераны Отечественной войны народа Абхазии, открыты мемориальные доски кавалерам ордена Леона Аркадию Абелову, Автандилу Гварами, Отару Гергия, герою Абхазии Зурабу Чулокуа. В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие, соседи и друзья, однополчане погибших героев. Репортаж Гугу Цивардания. Из этого дома в Ткварчале по улице Абжуйская, 3 почти 30 лет назад на защиту Родины ушли 4 молодых человека – Автандил Гварами, Аркадий Абелов, Отар Гергия и Зураб Чулокуа. Домой они не вернулись. Однако память о них теперь увековечена благодаря усилиям жильцов дома.
Мои самые дорогие творчельцы, спасибо вам, что вы сегодня собрались сюда. Великое спасибо, во-первых, и поклон низкий тем, кто это заслужил. Спасибо им, что они нас защитили. Сегодня мы открываем мемориальную доску памяти наших братьев. Назвать соседями это сложно. Мы все росли в одном доме. Мы все воспитывались здесь. Они были немного постарше. Мы всегда брали с них пример, общались, дружили, наставляли нас, учили жизни, учили правильному. Когда в 1992 году на нашу родину обрушилась страшная трагедия, эти люди в первых рядах встали на защиту нашей Родины. Вместе с ребятами с этого двора ушел воевать и Беслан Гуния. К счастью, он вернулся. Говорит мало и только о своих боевых товарищах. Кавалеры ордена Леона Аркадий Абелов и Автандил Гварамия погибли во время боев за освобождение Чемчиры. Белов и Гварамия, была такая группа создана, дедовская группа, так называлась. Руководил им по-гречески взрослый уже мужчина, за это его и называли дед. И группу назвали также. Они погибли во время освобождения города Чемчиры. Под утро уже они возвращались назад. И на повороте Губедийской дороги там они были атакованы автоматной очередью. В общем, практически человек 20 их было, так я приблизительно говорю, точную цифру не знаю. И практически половина ребят там у нас погибли. Они их как бы врасплох застали, в машине ехали, обстрел произошел, там чало в машине было, в общем, кто сгорел, кто умер, в общем, пол отряда практически там погибло. Кавалер ордена Леона Отар Гергия сражался в Маркульском батальоне. Героически погиб 2 июля 1993 года в селе Маркула. У него остались дочь и сын. В последний для героя Абхазии Зураба Чолоку бой в сентябре 1993-го Беслан Гуния шел вместе с ним. Перед батальоном была поставлена задача освободить село Цагера и продвигаться в сторону Очемчиры. В тот день командир экипажа Зураб Чолоку во время обстрела грузинскими танками погиб в БМП. До победы оставалось всего 15 дней. Когда мы зашли в Цагеру, пехоту нашу отрезали от нас, и практически мы попали под гранатометный обстрел. 3 снаряда было запущено в нас, один из них угодил в цель, попала в башню и ушел из жизни командир экипажа Чолоку Зураб Борисович. Ребята были очень отважные, очень порядочные. В общем, там просто за них можно говорить и говорить. Открыть мемориальные доски 4 защитникам Отечества, погибших за свободу Родины, было решено именно 2 апреля. В этот день одному из героев, Зурабу Чолоку, исполнилось бы 54 года. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварча поздравил с днем рождения председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Коршунова. Валерий Кварча высоко оценил личный вклад Александра Коршунова в укрепление дружеских и рабочих отношений, сложившихся между Народным собранием Абхазии и Верховным Советом ПМР, и выразил уверенность в их дальнейшем развитии. Плановые показатели по таможенным платежам на март в размере 178,5 миллионов рублей выполнены на 106%, сообщается на сайте ГТК Абхазии. Объем начисления таможенных платежей составил 190 миллионов рублей, что на 55 миллионов больше показателей за март 2020 года. По предварительным итогам объем начисления таможенных платежей за первый квартал 2021 года составил 498 миллионов рублей. План за первый квартал 2021 года выполнен на 113%, что составило 441,8 миллионов рублей.
Абхазские абитуриенты, поступающие в российские вузы по квотам, в ближайшие дни смогут пройти отборочные испытания. Об этом сообщается на странице представительства Россотрудничества в Facebook. Отмечается, что к участию допускаются только те кандидаты, чьи анкеты находятся в статусе «Проверено РЗО». Кандидаты, чьи анкеты находятся в статусе «На доработке», к экзаменам допущены не будут. В 2021 году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты. В прошлом году было 50. Экзамены будут проводиться по следующему графику. Математика 5 апреля в 11 часов. Обществознание 8 апреля в 10 часов. Химия 9 апреля в 11 часов. Русский язык 15 апреля в 11 часов. Испытания по математике и химии будут проходить на платформе МФТИ. Для этого необходимо зарегистрироваться на отборочное испытание на портале МФТИ. Обществознание и русский язык сдаются на платформе финансового университета. Русский сдают все кандидаты, независимо от выбранной специальности. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает срочный сбор средств на лечение маленькой Иларии Богателия. Необходимо собрать 233 600 рублей. Алик Атрапш расскажет подробнее. Вот мы сейчас добились того, что ручка вытянулась. Буквально на третий скачок. Молодец! Это маленькая хрупкая девочка Илария Богателия. Ей 9 лет, и у нее детский церебральный паралич. Малышка не может не только ходить самостоятельно, но и сидеть, держать голову. Родители Иларии делают все возможное, чтобы хоть немного улучшить состояние ее здоровья. Девочка проходит курс лечения не только в Абхазии, но и в России. С 2013 года, как родители Иларии обратились в благотворительный фонд «Ашана», ребенок прошел более 4 курсов лечения в клиниках России. С рождения у Иларии нарушены сосательные и жевательные рефлексы, и девочка нуждается в специальном питании. Илария по жизни, она малоежка у нас. С трудом мы питаемся, у нас не удается прибавить в весе уже долгое время, опять-таки с рождения. Последний раз, когда мы были на реабилитации в Москве, диетологи нам посоветовали специализированное питание. На нем дети такие особенные, как она, прибавляют в весе. Конечно, это не быстро, это длительно, тоже с большим трудом. Мы вот с ноября месяца сейчас на нем. У нас есть и незначительная, но все равно положительная динамика в том плане, что мы немного прибавили в весе. А если раньше нам удавалось в течение года набрать 1 килограмм, то вот мы за 4-5 месяцев прибавили в весе килограмм. Иногда даже боюсь радоваться, чтобы мы не потеряли, потому что мы очень быстро скидываем. Питание, к сожалению, очень дорогое, его не достать в обычных аптеках. В Абхазии, естественно, не продается, нам привозят с Москвы. Благодаря фонду нам сейчас в течение года мы не будем переживать, у нас он есть. Теперь от нас требуется, чтобы мы поправились только на нем. Сейчас Иларии Богателия предстоит пройти курс обследования и лечения в одной из московских клиник. Девочка нуждается в лечении и удалении зубов под наркозом. В обычной стоматологии мы не можем пройти лечение, так как ребенок особый. Для этого нужно специальные клиники, где можно пройти лечение под наркозом. У нас большой объем работы, есть зубы, которые мы, к сожалению, не смогли спасти, постоянные. Есть временные, которые надо удалять. И провести лечение, то есть пломбочки поставить, чтобы дальше не разрушалось все у нее. Последний раз, когда мы были на реабилитации, наши врачи, у которых мы наблюдаемся, эпилептолог, невролог, все-таки они настаивают, чтобы мы сделали генетическое исследование, так как за 9 лет со стороны неврологии не наблюдается положительной динамики. Возможно, это что-то генетическое. Сдав анализ, если это так, то, может быть, какая-то будет у нас положительная динамика, так как лечение уже будет проводиться другое. На проведение обследования, лечение зубов и на покупку специального питания для ребенка необходимо 233 600 рублей. Эта сумма для родителей девочки неподъемная.
Культурно-благотворительным фондом Ашана открыт сбор средств на лечение 9-летней Иларии Богатыли. Хочется обратиться к каждому, который смотрит сейчас этот репортаж, каждому жителю нашей страны, чтобы они не оставались равнодушными. Каждый внес свой посильный вклад, и мы смогли своевременно отправить ребенка на лечение. Несмотря на тяжелый недуг, Илария очень жизнерадостный ребенок. Она любит слушать музыку, танцевать вместе с мамой. С удовольствием посещает все процедуры лечебной физкультуры. Благодаря тому, что у нее хорошие родители и есть возможность ходить к методистам, а методистом я занимаю только тренеров. Это как тренер должен быть каждый божий день. Пытаться этому ребенку помочь развить эти мышцы. И причем те, которые мышцы поддаются тренировке, те и нужно развивать. Если она дает левую руку, нельзя доставлять ей и говорить, да, это правая рука нужна. Ни в коем случае. Центральная нервная система от этого только гибнет. В этой ситуации, если у них возможность есть какую-то мышцу развить, чтобы ей облегчить какую-то жизнь, которую она будет вести, значит, будет все нормально. Конечно же, здесь один методист мало. Здесь должен дефектолог работать, психолог, естественно, логопед, который будет возможность делать массаж именно от ротовой полости. Потому что все это взаимосвязано. Самый легкий и доступный способ помочь Иларии Богатыли – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 5 апреля в Центральном выставочном зале Сухума откроется выставка «Архитектура города. Проекты, идеи, перспективы». А 8 апреля с 14 до 16 часов в рамках выставки пройдет круглый стол на тему «Архитектурный ландшафт исторической части города, современные тенденции и европейский опыт сохранения архитектурного наследия». Выставка является частью проекта «Культурный перекресток», который реализуется по инициативе ЕС и ПРООН. Из парка «Свободы» украдены грунтовые прожекторы. Установленные здесь торгово-промышленной палатой Абхазии в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба ТПП. Это уже не первый случай, когда в парке пропадает декоративное освещение. Как отмечается в сообщении, сотрудники палаты, конечно же, установят новые прожекторы. При этом ТПП обращается к жителям столицы с просьбой бережно относиться к тому, что сделано в парке, и не проходить мимо тех, кто переходит рамки дозволенного. Гекский водопад обрушился, в него обрушилась снежная лавина. Очевидцам удалось заснять на видео момент ее схода. На кадрах видно, как туристы, оказавшиеся рядом с водопадом, убегают от снежных завалов. Некоторые из путешественников сильно испугались и начали кричать. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью и утром возможен дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.